урок! Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке математики. Тема урока – решение уравнений. Сегодня на уроке повторите таблицу умножения, научитесь решать уравнения, которые будут вводиться через текстовую задачу. Вспомните о здоровом образе жизни и узнаете о пользе некоторых ягод. Девиз урока: нам математика жить помогает. Она как друг и ведет, и зовет. Кто математику хорошо знает, тот никогда и нигде не пропадет. Ребята, вы согласны, что сейчас период повышенного распространения вирусных заболеваний и что важно заботиться о здоровье? На что нужно обратить внимание? Здоровый образ жизни, гигиена, здоровое питание. Знать о пользе разных продуктов. Вы любите ягоды? Не случайно вас спрашиваю. Вы сейчас потренируетесь в счете и заодно узнаете о пользе и лечебных свойствах некоторых ягод и фруктов. Математическая разминка плюс тема здоровья. Послушайте задачи и запишите выражения в тетрадь. Семья собрала летом с одного куста 2 килограмма черной смородины. Сколько всего килограмм смородины собрала семья с 11 таких кустов? Каким действием будете решать? Так как семье надо собрать смородину с 11 кустов, а с каждого по 2 килограмма, то действие выполняем умножение. 2 умножаем на 11 равно 22 килограмма смородины собрала семья. В плодах черной смородины много витамина Е и С, в 20 раз больше, чем в яблоках и апельсинах. Витамины необходимы для растущего организма. Каныкей разделила поровну 30 мандаринов среди 5 своих подруг. Сколько мандаринов получила каждая из них? В задаче есть подсказка, каким действием решать задачу. В задаче сказано, что Каныкей разделила мандарины, значит надо 30 разделить на 5. По 6 мандаринов получила каждая подруга. При простуде и кашле рекомендуется каждое утро выпивать по стакану мандаринового сока. Эфирное масло мандарина поднимает настроение. На зиму заготовили 4 баночки малины, а клюквы в 6 раз больше. Сколько банок с клюквой заготовили на зиму? Если в задаче есть предлог в несколько раз больше, то выполняем действие умножения. 4 умножаем на 6 равно 24 баночки с клюквой заготовили на зиму. Раны и ожоги, промытые клюквенным соком, моментально заживают. Брусника повышает остроту зрения и рекомендуется пилотам, морякам, водителям, работающим с напряжением зрения и ученикам. Масса арбуза 12 килограмм. Сколько килограмм в 2-3 арбузах? Эту задачу будем решать, конечно, умножением. 12 умножить на 2 равно 24 килограмма в 2 арбузах. 12 умножить на 3 равно 36 килограмм в 3 арбузах. Арбузы прекрасно утоляют жажду и выводят из организма ядовитые вещества. Какие знания понадобились для решения задачи? Знания таблицы умножения и деления. Вы отлично справились с заданием.
Повторим табличное и внетабличное умножение и деление. 70 умножить на 8. 42 разделить на 6. 50 умножить на 3. 72 разделить на 9. 60 умножить на 7. 480 разделить на 6. 60 умножить на 4. 320 разделить на 8. 81 разделить на 9. 240 разделить на 6. Вспомните, как решаются примеры, которые оканчиваются нулем. При делении и умножении 0 закрываем. Выполняем действие с таблицей умножения и добавляем 0 в результате. Проверьте, у вас получились такие результаты, как на экране? На какие две группы можно разбить записи? 505 минус 5, х плюс 20 равно 70, х минус 40 равно 30, 808 минус 8. Верно, на уравнение и числовые выражения. Решите числовые выражения. Проверьте. 505 минус 5 равно 500. 808 минус 8 равно 800. Что такое уравнение? Уравнение – это математическое равенство, которое содержит неизвестное число. Неизвестное число обозначают буквами латинского алфавита. Что значит решить уравнение? Решить уравнение значит найти такое числовое значение неизвестного, при котором равенство будет верным. В математике говорят, решить уравнение – это значит найти корень уравнения. Теперь давайте вернемся к нашим уравнениям. Решим их. Х плюс 20 равно 70. Что надо сделать, чтобы найти неизвестное слагаемое? Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть известное слагаемое. Х равен 70 минус 20, корень уравнения равен 50. Сделайте проверку. Вместо х подставляем корень уравнения. 50 плюс 20 равно 70. 70 равно 70. Уравнение решено верно. И уравнение х минус 40 равно 30. Что надо сделать, чтобы найти неизвестное уменьшаемое? Надо к разности прибавить вычитаемое. Х равен 30 плюс 40. Корень уравнения равен 70. Сделайте проверку. Вместо х подставляем корень уравнения. 70 минус 40 равно 30. 30 равно 30. Уравнение решено верно. Молодцы! Составим алгоритм решения уравнения. При решении уравнений что сначала надо сделать? Первый шаг. Определить неизвестный компонент действий. Для того, чтобы его решить, что вы должны знать? Второй шаг. Применить правило нахождения неизвестного компонента. После того, как применили правило для нахождения неизвестного компонента, что предпримете? Третий шаг. Выполните действие и получите ответ. Для того, чтобы узнать, верно ли применили правило
или верно ли выполнили действие, что нужно сделать? Четвертый шаг. Сделать проверку. Устно или письменно. Как можно доказать, что алгоритм построен верно? По алгоритму решить уравнение и провести проверку. Решим уравнение, следуя алгоритму. 120 разделить на х равно 10. Первый шаг. Определяем неизвестный компонент. Это неизвестный делитель. Второй шаг. Применим правило нахождения неизвестного делителя. Чтобы найти неизвестный делитель, надо делимое разделить на частное. Третий шаг. Выполняем действие и получаем ответ. Ответ в уравнении – это корень уравнения. Четвертый шаг. Делаем проверку. Уравнение решено верно. Решим задачу уравнения. На левой чаше весов лежит арбуз и гиря 2 килограмма, а на правой чаше гиря 5 килограмм. Сколько весит арбуз? Что за цифры на гирях? Зачем они? Указывают массу гирь. Скажите, в каком положении находятся весы? Весы находятся в равновесии. Запишем то, что видите на картинке с помощью цифр и математических знаков. Что лежит на левой чаше весов? Арбуз. Какова его масса? Неизвестно. Как ее можно обозначить? Давайте обозначим массу арбуза буквой Х. Что еще находится на этой чаше? Гиря массой 2 килограмма. Если это вместе на одной чаше весов, какой знак между числами поставим? Х плюс 2. На правой чаше гиря 5 килограмм. Весы в равновесии. Какой знак поставим между записями? Знак равенства. Что напоминает вам эта запись? Похоже на уравнение. Неизвестно первое слагаемое. Чтобы его найти, необходимо из суммы вычесть известное слагаемое. Корень равен 3. Значит, арбуз весит 3 килограмма. Запишите самостоятельно ответ. 3 килограмма весит арбуз. Составим уравнение еще к одной задаче. В корзине было несколько грибов. После того, как в нее положили еще 27 грибов, их стало 75. Сколько грибов было в корзине? Составим уравнение. Если в корзине было несколько грибов, их мы можем обозначить х. Если в корзину положили еще 27 грибов, сделали действие сложения, то есть х плюс 27. Так как их стало 75, ставим знак равенства. Получили уравнение. Х плюс 27 равно 75. А теперь самостоятельно решите уравнение и ответьте на вопрос задачи. Сколько грибов было в корзине? Подведем итог урока. Чему учились на уроке? О пользе каких ягод и фруктов вы узнали? Вспомните, что на уроке вы повторили. Урок наш окончен и выполнен план. Спасибо, ребята, огромное вам за то, что упорно, усердно трудились, и знания ваши нам всем пригодились. А я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.